Асель. Саламатсызбы агай. Аманчылык. Демонстрацияны эметтир. Демонстрация азыр. Болду. Демонстрация. Саламатсыңар барыңарга. Саламатсызбы агай дагы бир жолу. Аманчылык. Так, менин калькуляторумду биринчисинде мындай кылып жасаганмын. Анан өзүмдүн кодум өзүмө жаккан жок, анткени көп ошибкалар болгондуктан кайра бүгүн отуруп башынан кайра мынтип жазып чыктым. Ошол бияктан бүт баарын ошо сиз биринчи берген эле атрибуттар менен алып баштаганбыз өткөндө команда менен сабактан. Ошону эле улантып иштедим, атрибуттар менен алдым, анан өзүнчө переменныйларды создавать еттим. И переменныйлардан add advanced listener менен бүт баарын алып алдым, мага керектүүлөрдүн баарын. Андан кийин функция создавать еттим. Функция для numbers, это который цифраларды басканда алат, аларды текшерет. Например, эгерде 0 барабар эмес болсо, анан 0 точкага барабар эмес болсо, анда биз ошол и кайра if менен текшеребиз. Эгер так эгерде boolean эгер number true болсо, анда биз жаңы жазабыз. Мен биринчи көрсөтүп алайынчы муну, чтобы понятно болуш үчүн. Мынакей. Так, 12 плюс 6 равно 18 бияка чыгат. Эгер муну 18ди 2ге бөлөбүз десек, мынакей 2 чыгат. 9. Эгер муну 9ду 5ке көбөйтөбүз десек, мынакей 45 болду. Эгер тазаласак мындай чыгат. Так, мынакей алдык. Муну delete иштейт артынан. Эгер точканы коюп, 8, 5 коюп, дагы бир жол точканы бассак, уже коюлбайт бир точка болгондон кийин. Мындан минус алып 0,5 алсак, мынакей чыгат. И муну көбөйтөбүз 5ке. Мынакей баары иштейт. Ушундай иштейт. Ошол. Булардын баарын биякта үзүп атат окшойт, атат да. Так, булардын баарын мынтип эметип алдым. Через else if булар ошол эмелерге иштейт. Эгер деген там точка бирөө болсо, эгер 0 точка болсо, кандай цифралар жазылыш керек? Эгер там эмелер операциялар коюлса, кандай болуш керек? Мынакей операция коюла турган операция коюлган эме. Эгер операция коюлгандан кийин биз жана boolean numberди false болчу, биз trueга оңдойбуз. Хорошо, извините. Так, маска кийгиле дейт. Так, ошентип мына булардын баарын кылдым. Мынакей агай результаты. Ошол, рахмат. Азаматсыз, жакшы. Сонун проверкалар бар экен даже. Молодцы. Так, дальше давайте посмотрим. Абдрахман. Здравствуйте, агай. Здравствуйте. Так, вот. У меня в JavaScript 4 функции. Number для AC, del и для равно. Давайте сразу покажу. Вот. Стиль я немного изменил. Допустим, 20 плюс 13 равно 32. То, что там вверху было, и это, которое у Василия было, я это не сделал. У меня только одно число, которое показывает уже все, да? Вот. Все работает адекватно.
6 умножаем на 5 равно. Я очень думал, вот как... У меня была идея, чтобы там стрим перевести на number, и чтобы она как бы решение вышло, да? Не получалось, потом вспомнил ваш Авел, который и Вал, вы сказали, очень помогло. Я очень долго думал, вот, что тут я использовал. Через value, то есть баг, да? DD это у нас этот input, который выводит все. И чтобы убрать его назад, то есть один элемент, lens, bb.lens -1. Клиент AC просто очищает все, равняя его на пустоту, а number просто его выводит. Сначала я делал вот так вот, и она не получалась, да? Очень долго думал, потом подумал вот так вот сделать. Очень, ну, адекватно вышло в конце. Я очень радовался сейчас, когда вышло все адекватно. Вот. Спасибо за внимание. Отлично, молодцы. Так, молодцы. Дальше смотрим. Джанат. Микрофон, Джанат. Саламатсыз ба? Саламатчылык. Бізде мындай иштедик. Бияқта да 4 функцияға бул инсертке эме кылганбыз, сиз кийинки тапшырма берген. Муну ушундай жаздык команда менен. Бирок чынын айтканда муну деген биз мен деген мурда YouTube'дан көрүп, мындай өз алдынча жазган болчумун да. Ана ошол мурда мондой жазылыптыр да. Ушуну JavaScript алып келип, ошонун үстүндө тиге иштедик да. Ачыгын айтканда. Бизде мына ушундай болду. Иштеткенде баары иштеп атат. 12 плюс 8 20. Мындай кылсак, артка удалить этет атат бирден. Муну көбөйтсөк 6-га баары иштеп атат. Анан дагы биякта биринчисиндеги тапшырма боюнча муну да караштырып интернеттен издеп атып жообун таап алдык. Биякта мындай бериптир, бирок ушуну жакшы түшүнө албадык да. Хорошо, муну разбирать этебиз. Болгон ушул бизде жаңылыкка. Рахмат. Саламатсызбы, сүрөөлөр болобу? Ооба. Ошо азыр көбүнчө класстарды колдонушабы, ООП же функцияны эле колдонушабы? Класс болсо жакшыраак болот. Функция эле колдонулат. Класс ошо универсальный дейт го, ошонусу менен жакшыбы? Ооба. Чоң рахмат. Алтынбек. Саламатсызбы агай? Супер, рахмат. Айну биринчи жол менен жасап көргөм, 10 клик боюнча элечи. Бул жактан иштегендер бар иштеп атат, азыркы сыяктуу эле бардыгы иштейт. Анан бир айырма, мисалы
эң биринчи символдордон буларды жасак, жазылбагандай кылып жасап көргөм. Мисалы подряд операция эң биринчи болуп, мисалы көбөйтүү плюстардан башталбайт депчи. Анан нолду дагы көп жолу болсо дагы жазылбагандай кылып жасап көрдүм. Бир эле жолу ноль жазылат, бирок нолдун үстүнөн кайра башка цифраны жазса, автоматически ноль сертетилип кеткендей кылып дел өчүрүлөт. Анан бир гана жолу бул жактан мисалы 0, анан точканы басып, кайра башка цифра жазып кетейин десем, меники болбой калды ушул жерим. Кодум мындай болчу. Мисалы, бул жерде если inner тексттин биринчи нулевой эгер нольго барабар болсо, то есть эң биринчи вводимыйчы. И в то же время мен мону атайын жаап койгом, иштеп аткандан. И в то же время биринчи символ точкага барабар эмес болсо деп туруп мындай бир кылсам, бирок бул жакта иштебей койду да. То есть бул жактан мисалы мындай кылса иштеп атат жакшы эле. Бирок 0дон кийин могу цифралар басылып кетип атат да, 0,8 депчи, мисалы. Эгер 0,2 жолу жазып туруп, андан кийин цифрага өтсөм, анда уже башкача мындай болуп кайра жазылып калып атат. Ушул жагын жакшы түшүнө албай койдум, болгону. Анан дагы мисалы любой цифра жазгандан кийин могу 4 операция подряд жазылбасын деп аракет кылып көрдүм, бирок мында жаза албай койдум да. Так, хорошо. Бұл эми проверкалар кийин өзүнчө доработка кылсаңар болот. Самое главное, изначально функционал өзү калькулятор санагандай болуш керек болчу да. Так, экинчи калькулятор болсо, ал уже более продвинутый на классах. Поэтому аны дагы көрөбүз. Так, Нуреби. Саламатсызбы агай. Саламатчылык. Мен да жасаган болчумун. Көрүнүп атабы? Алам. Мен ушинтип эме кылдым, JavaScript'ти жаздым. Барды иштеп атат меники да. Бирок башкача кылып койдум мен. Эмесини мен могу бөлүүнү эме кылдым. Ушундай то есть флеш эмес, ушундай эме кылдым. Код жаздым, анан мону мында эме көбөйтүүндө кылганда бирок болбой калды. Кодун жазсам иштебей калды. Башкачараак болуп калды, мисалы мындай Окей. Эменин бөлүүнүн коду, бул эменики. Көбөйтүү. Көбөйтүүнүкү. Ошону ордуга мынтип жазсам чыкпай калды. Мынакей. Бияка чыкты, бирок мен биринчи кылганда иштебей калды да. Түрлө чыгыптыр, азыр чыкты. Может, обновление болбой калган. Мынакей иштебей калат да ушул көбөйтүү кылганда. Ошо. Жакшы. Молодцы. Так. Давайте теперь посмотрим. У нас стояла задача сделать такой базовый калькулятор, на основе, отталкиваясь от которого можно было бы написать, например, следующий калькулятор в виде класса. У нас была разметка вот такая. Проще, да? Я взял простую разметку, где к каждому элементу привязан onClick, через onClick функция, которая делает что-то. Так, у нас здесь скрипты, это просто FJS.
и стили. Стал CSS. Так, вот. Какие функции надо было написать? Смотрите, нам же нужно сперва найти экран, да? Куда мы что-то будем выводить. Находим его, сохраняем в переменную. Так, есть функция, которая вызывается несколько раз на разных кнопках, и она перенимает какой-то аргумент, и этот аргумент должно куда-то вставлять. Получается, у нас будет функция insert. Она принимает data, ну, скажем, данные, и в текущую переменную current data закидывает туда display inner text. Потом делаем обычную простенькую такую проверку. Если дату можно, ну, делаем такую маленькую проверку is not duplicable, сюда тоже передаем data, или is not duplicable current data substring. То есть смотрим, можно ли дальше что-то копировать, какие-то данные или нет. Для этого вот записываем отдельную функцию, которая будет делать проверку. Как выглядит эта функция? Вот наша функция is not duplicable. Он берет знак. То есть помните, если стоит плюс, дальше плюс не должен расти. Если стоит минус, то мы же дальше уже ничего не вставляем. Функция у нас берет просто то, что ей передали, сравнивает. Это плюс, минус, или звездочка, или деление. То есть все вот эти математические операции, плюс еще вот эта точка, которую проверяет и возвращает sign. То есть если здесь будет true, мы получим true, если нет, получим false. Так сказать, флажок. Следующая функция. У нас функция называется back, которая стирает с конца по одному. Сюда заводим отдельную переменную для хранения старых данных. И сюда display inner text. Потом мы display inner text присваиваем old data, через substring забираем последний символ. Кнопка reset. Ну, здесь самое простое, мы берем display inner text, записываем пустую строчку. И наконец у нас вычисление проводится с помощью вызова функции function show result. Show result просто берет, определяем сюда какую-то переменную временную, и здесь вызываем функцию eval, и мы из дисплея забираем inner text. А потом display inner text перезаписываем вот этим результатом. Что делает функция eval? Функция eval сейчас его не рекомендуют использовать. То есть функция eval принимает какую-то строчку. Что случилось? Не пойму. Ага, юлдай қалды. Он, по-моему, вылетел, да? Да, его выкинуло, кажется, он сейчас правильно вернется.
Абдрахман теперь организатор. Так, извиняюсь, друзья, у нас интернет пропал. Переключились. Так, едем дальше. Так. Вот, получается, у нас расчет производится с помощью функшена eval. Что делает этот eval? Eval, ему можно передать какую-то строку в виде математического выражения. То есть, если, допустим, напишем, ему передадим строку 2 плюс 2, то функция eval сразу автоматически вот эти операнды переводит в число и попытается его вычислить. Так, это самый такой простой способ, если необходимо такой сделать какой-нибудь прототип, посмотреть результат вычисления. Вот, таким образом, с помощью eval и нескольких функций мы смогли сделать калькулятор. Вот. 10, нажимаем плюс, получается вот здесь пишется строка 10 плюс, там, например, 70, нажимаем равно, функция eval срабатывает, узнает, что там записано математические выражения 10 плюс 70 и его переводит в нужный нам, то есть вычисляет нужное арифметическое вычисление. Так, но это не самый такой хороший калькулятор. Обычно калькуляторы делятся на два вида, да? Обычно показывает сверху предыдущий операнд, снизу следующий операнд, между ними есть еще что-то. Допустим, если набирать большую цифру, здесь нет разделите, да? Было бы удобнее, например, смотреть разряды чисел, там, тысячные, там, миллионы и так далее, удобство. Поэтому для такого масштаба вы должны написать класс теперь уже калькулятора. Для этого у вас есть вот первая верстка, используйте первую верстку. Джанат, по-моему, показывал, да, вот то, что он нашел ответ. Нашел ответ, это не означает, что вы его сделали. Так, и вообще, друзья, не пытайтесь искать JavaScript решения уже в YouTube или где-то. Если вы его не понимаете, зачем вставлять чужой код и пытаться говорить, что вы что-то сделали. То есть вам нужно понимать чужой код и потом уже решать, нужен ли он мне или не нужен. Вот. Поэтому сейчас, у кого есть вообще вопросы по этому калькулятору? Ага, вы же на прошлом занятии говорили, когда там, он ищет жасаса, мы там продолжим. Да. Он хочет пиралдук, что? Да. Так, мы-то калькулятор не закончили на базе класса. Вот. Сейчас нужно написать класс калькулятора. Для второго калькулятора вы берете вот эту верстку. Так. Так, не эту верстку, а вот эту, где у вас определены дата-атрибуты. Это намного сложнее. Попробуйте его реализовать. Сегодня хотя бы жду от вас начала. Определите калькулятор, какой у него будет конструктор, что там будет и примерно какие функции или какие методы должны быть у этого калькулятора. Хорошо? Агай,
Мгм. Извиняюсь, а вот eval'ды нежелательно колдонгонго да атпайсызбы, ошондо башка методу кандай болот, кроме eval? Башка методду азыр жасаш керек класс менен. Рахмат. Мгм. Так, давайте делимся на группы. Так, давайте 40 минут подумаем над классом. Посмотрим, что у вас. Так, Абдрахман спрашивает, то есть eval нельзя? Да, eval нельзя. Давайте посмотрим в документации, что говорится про eval. Например, eval.js. Открываем MDN. Выдается вот такое большое предупреждение, что вычисление чего-то из строки несет в себе огромный риск, поэтому не делайте eval. То есть в документации говорится. Это eval, ну, для чисто прототипа, чтобы что-то проверить. Поэтому eval старайтесь не пользоваться. Так, мы поделились. 40 минут. Начали. Так, время вышло, друзья. Все возвращаются. Так, давайте посмотрим, кто на какой стадии. Никого не вышло. Вот он. Biz 600 жылдан işe başlaganбыз анан Мгм. бирден баштап нолго чейинки цифралар жазганга үлгүрдүк да. Мгм. Давайте, көрөлү. Просто боларды эле жазып үлгүрдүк азырынча. Мгм. Ол кандай реализация болот? Биринчи нандерди менен табылдык. Мгм. Нандерди. Анан биз for each'ти колдоно койдук азыр. Синтаксин Мгм. билбей for менен эле айбар нолдон number length'ке чейин алып туруп эле. Анан бери итига ар бир массивдин ар бир элементине клик Мгм. функцияга disclaimer text or disclaimer text plus number et деп туруп ар бир анан Мгм. жаңы эле розетке келгенбиз убакыт болду. Мгм. Хорошо. Так, силердики функциональный болуп эле кетип бараттыр да, классымыз. Сонда класс дегенде бул кандай болуп калат? Надо каждому класс, что ли, присвоить? Так, давайте покажем. Посмотрим. Так, сюда добавлю верстку, которая нам нужна для реализации калькулятора. Ошо суроо берип болобу? Мгм. Көргөзүлүктө. Тиги класстын ичине деген конструкторгочу Мгм. функция берсе болот да? Ооба, метод кылып жазсаңар болот да. Вот смотрите, wrapper, калькулятор, предыдущий операнд, следующий операнд, и у всех кнопок есть атрибуты data number. Атрибут либо data number, если это число, или data operation, если это операция, и data delay для удаления. В общем, для кнопок придумываем свои кастомные дата атрибуты, ну, чтобы потом их можно было найти. Так, давайте стили тоже добавлю.
Так, теперь в приложении начинаем определять наш калькулятор. Так, вот это все удаляю. Так, смотрите, мне нужно написать класс калькулятора, то есть описать калькулятор. Какой он? Класс калькулятор. И, как вы помните, у классов есть конструктор, вызвав который в начале создания, в начале инициализации какого-то экземпляра, мы можем что-то туда уже назначить. И вот записываю первый конструктор. Первый конструктор у нас будет previous operand text element, то есть то, что будет сверху, да, предыдущий операнд. Мы его забираем в качестве текстового элемента. И текущий операнд, тоже текстовый элемент. И все это записываем this, то есть указываем на сам объект, то, что в переменной this previous operand text element лежит вот эта переменная. Так, и потом вызывается еще функция clear. Что делает функция clear? То есть метод, да, объекта. Когда калькулятор создается, здесь может быть какие-то данные, да, изначально. Поэтому, чтобы вообще начать с нуля, с чистого листа, сразу в вызове конструктора мы указываем, что нужно запустить очистку. Очистка у нас это метод clear. Clear берет у нас this current operand, текущий операнд, записывает туда пустую строчку. Previous операнд тоже пустую строчку. И операцию, которую нужно сделать, принудительно как бы устанавливаем undefined, то есть неизвестный оператор. Когда класс, как бы экземпляр класса создается, да? Дальше у нас будет метод delete. Метод delete будет у этого элемента this current operand сюда записывать this current operand to string slice -1. То есть по одному с конца удаляем из текущего оператора. Так, дальше получается, когда мы что-то нажимаем, допустим, нажали цифру 1, хочу, например, нажать 2, следующая цифра сюда появляется, рядом появляется. Для этого придумаем отдельный метод. Скажем, например, append number. Append, помните, добавляет, да? Append number. Этот метод берет число и делает простую такую проверку. Если number равно точке, и this current operand includes точку, то есть если там уже стоит точка, и текущий оператор тоже включает в себя символ точки, мы возвращаем this current operand равно this current operand to string, переводим обратно в строчку и туда конкатенируем number to string. То есть вот этот number мы берем его, переводим в число, в строчку и передаем его, возвращаем его. Так, дальше. Что еще есть в калькуляторе? Здесь есть, например, выбор оператора, да? Может быть деление, плюс там, и так далее. Как это можно реализовать? У нас будет метод, который будет называться там, choose operation, выбор операции. Choose operation метод, он принимает в качестве аргумента операцию. И внутри у нас проверка. Если текущий операнд равно пустой строке, мы возвращаем. Если текущий операнд не равно пустой строке, то тогда вызываем compute. То есть у объекта будет еще метод compute, который будет производить вычисление. Вот его будем вызывать. Так, то есть сперва проверяем, да, операнд есть там. Если это операнд как бы не пустая строка, ну, значит мы вызываем метод вычисления. Так, здесь получается this operation равно operation. This previous operand равно this current operand.
И this current operand пустая строчка. Так, посмотрим функцию метод compute, который производит вычисление. Как вы думаете, какие здесь должны быть проверки? Как мы можем вызвать там choose operation и, исходя из операции, операции, вычислить что-то? Так, смотрите. Самая большая функция — это у нас compute, то, что будет вычислять. Здесь создаем такую временную переменную late computation, вычисление. Определяем переменную previous, где у нас хранится предыдущий операнд, и его переводим в float, то есть вещественное число. Текущий операнд тоже берем его, переводим в числовой формат. Так, если получаем is none previous, то есть вот вызывается метод is none previous и is none current, то возвращаем, и внутри у нас такая проверка с помощью свитча. Мы будем проверять текущие операции. Если текущий операнд плюс, значит мы в computation записываем previous плюс current. То есть вот, да, вот эти переменные. То есть результат вычисления записывается в computation. Точно так же для всех остальных арифметических вычислений. Это минус, умножение, там, деление и так далее. Дефолтно просто выходим. Так, какие еще методы будут у этого калькулятора? Мы будем получать число из дисплея. Что оно будет делать? Давайте напишем метод getDisplay, там, допустим, number. Так, как видите, название get, да, получить. Если нам нужно что-то получить, сразу учимся записывать имена методов с началом там, со слова get. То есть вам будет легче читать. Get значит что-то получает. И у нас метод, мы получаем string number, то есть сперва определяем переменную string number, здесь будет храниться число в виде строки. И мы его этому number применяем метод toString, который возьмет и переведет его в строчку. Потому что вывод у нас всегда будет выводиться в качестве стринга, то есть строки. Так, integer digits. Здесь тоже parse float, переводим уже число уже переводим в float тип, string number, и делим его по точке. Это как раз таки разряды, и забираем нулевой индекс. Смотрите, это чисто вот эти целые числа, да? А если будут, например, десятичные числа, мы берем string number, его делим по точке, но уже дальше забираем с первого индекса. Так, и у нас есть переменная integer display. Здесь проверка. Если is none integer digits, то мы сюда записываем пустую строчку. Иначе integer display записываем то, что переведем string в английском формате, и максимум вот этих дробных частей будет, допустим, 0. Так, и понадобится метод, который будет обновлять наш калькулятор. Update display. Метод берет текущий операнд, текстовый элемент, из него забирает inner текст и this get display number. То есть сюда вызывает get display number, и get display number передает текущий операнд. Дальше следующая проверка. Если этот оператор равно нулю, то есть там пустота, значит мы из previous операнда
забираем inner text и this get display number, this previous operand. И здесь тоже шаблонная строчка. Вместо this сюда подставляем this operand, текущая операция. Иначе у нас мы предыдущий операнд предыдущего операнда из inner text, то есть в inner text записываем просто пустую строчку. Вот такой вот класс. Так, теперь как им воспользоваться? Калькулятор вроде бы описали, как он начнет работать. Давайте найдем нужные нам элементы. Для этого определяем number buttons и у документа через query selector ищем атрибут data number. То есть сюда запишутся все вот эти баттоны, у которых есть data атрибут number. Так, дальше нужно забрать, то есть найти кнопки с операциями. Operation buttons, сюда через query selector ищем data атрибут, у которых равно там data operation. Так, у нас есть равно, кнопка равно, которая вычисляется, то есть показывает результат. Его тоже отдельно находим. Equals button, вот у нас equals, data equals. Его тоже находим через атрибут data. Так, еще есть user interface, это у нас кнопки удаления. То есть delete button. Еще есть у нас очистка всего, AC button по атрибуту data all clear. Так, и нам нужно определить, то есть найти вот этот previous operand и current operand и передать нашему классу, ну, чтобы создать инициализацию, да, то есть создать какой-нибудь калькулятор, создание самого объекта. Так, для этого мы просто их тоже находим. Previous operand, текст элемент, data previous operand и current operand, текущую операцию. Так, и теперь пора создать сам калькулятор. Определяем переменную калькулятор и сюда вызываем через new калькулятор. И этому калькулятору передаем предыдущий операнд и текущий операнд. Так, дальше. Как будет происходить вот эти вычисления? То есть, когда нажимаются кнопки, например, чисел, у нас что-то должно происходить. Смотрите, мы полученные кнопки, числовые кнопки, можем по ним пробежаться через for each, number buttons for each. И каждый элемент берем как button и на каждый элемент запускаем вот такую функцию, где button, каждой кнопке добавляем клик, по клику запускаем анонимную функцию, которая берет у калькулятора и вызывает append number и передает button inner text. То есть, когда нажмется, например, число 1 из number, то есть цикл наш переберет его и вытащит число 1 inner текстом. И дальше у нас у калькулятора вызывается функция update display. Ну, потому что как только мы что-то нажали, экран обновляется. Да? И чтобы оно обновлялось, нам нужно вызывать вот этот метод update. Так, как подслушать, например, кнопки операций? Точно так же, как и с баттонами, number баттонами. То есть мы нашли их, и на каждый operation buttons, то есть на коллекцию вызываем метод for each, где берем button, добавляем слушатель клика. И что это делает? У калькулятора запускается функция или метод button choose operation, который выбирает, да, операцию. И туда передаем button inner text. То есть если нажмется, например, деление, то деление передается методу choose operation. И после этого выбираем update display, то есть обновляем дисплей. Так, кнопка равно.
Мы находим close button, сюда тоже добавляем клик, а кнопка равно у нас вызывает метод compute, да, вот этот, который производит вычисление. Так, вычисление. После этого у калькулятора вызывается update display, и экран будет обновлен. Так, кнопка очистки. Добавляем клик события. У калькулятора вызывается метод clear. И сразу после того, как вызвалась функция clear, мы обновляем дисплей. Иначе мы не увидим текущий результат то есть на дисплее калькулятора. Так, и в конце у нас delete button. Сюда тоже добавляем клик. У калькулятора вызываем метод delete и сразу его обновляем. Так, вызываем. Видите, здесь уже работает вот этот метод деления по разрядам. То есть тысячные, миллионы по разрядам у нас добавляется запятая. Ну, для удобного чтения. Нажали плюс, например, что-то добрали, какой-то второй операнд. Нажимаем равно, у нас производит вычисление. Сбрасываем там 10 плюс там 10 равно 20. Если минус там 5, 15. Так, вот и все. Так. Конечно, сложно с первого раза посмотреть вот такой класс. Но оно более универсальное, чем eval. Потому что я могу создать, например, другой калькулятор, допустим, через const calculator 2 и вызвать new калькулятор и сразу передать туда там нужные данные. Так, вот и все. Вот и все, класс. По классам еще, например, бывают такие моменты. Внутри класса могут быть такие функции, которые, например, что-то меняют, да? И если вызвать этот метод какой-нибудь, например, классу какой-то, скажем, какой-то метод, то эти методы могут явно каким-то образом перезаписать внутренние переменные для классов. Для этого можете, например, через, например, прототипирование и так далее, можете, например, скрыть какие-то функции. Ну, скажем, например, у вас функция будет работать только внутри класса, а извне оно не будет доступно. Это наиболее лучший подход, допустим, если метод что-то меняет, но для конечного результата оно не может повлиять, да? То есть вызвать какой-нибудь, например, калькулятор и таким образом, например, вызвать какой-то метод, а этот метод возьмет и явным образом, например, перепишет внутреннюю часть, например, какой-то логики. А потом класса, остальные методы из-за того, что где-то наверху что-то поменялось, они могут перестать работать. Вот. Сложно, друзья. Вот этот код я сейчас добавлю в Notion. Спокойно, не спеша прочитайте, попытайтесь понять и попробуйте воссоздать. Что еще будет в качестве вам домашнего задания? Так, попробуйте, не пишите сам такой слайдер, а попробуйте написать именно алгоритм вот такого слайдера. Как должен, например, слайдер работать. Потом попробуем его реализовать. То есть сперва что должно произойти, какие события нам, например, надо обработать, в обработке что мы должны менять. А потом на примере вот этого самого простого слайдера, который меняет только фон. Смотрите. HTML у нас просто div ID слайдер. Внутри есть кнопки. Вот эти кнопки. Больше ничего. Из JavaScript, получается, мы должны менять фон.
слайдера. Когда, например, нажимаем клавишу право, следующий фон, нажимаем предыдущий, меняется фон на предыдущий. Конечно, реализация слайдеров по-разному. Но вот здесь, в данном случае, у нас такая простой слайдер, где мы попробуем поменять, например, фон. Да, потом уже можно сюда добавлять какой-то контент, добавлять какую-то другую анимацию. Да, это примерно как бэкграундом. Помните, у вас были кнопки? Там, нажимаете одну кнопку, у вас рандомно что-то менялось. А у вас, смотрите, по слайдеру получается у вас две кнопки, и они интерактивные, которые меняют фон. Так, вот и все. Если у кого-то есть вопросы, давайте обсудим вопросы. Так, Бақдәулет. ошо слайдер боюнча суроо берейин дегем да. Ошо эмен анимацияларды жазып алсак, жасап көрсөк болот да. Сперва опишите алгоритм. Как должен работать слайдер? Кызык болуп кетти да, анимация жазып алабыз. Да, анимацияға қойып тұруға, шашпауға. Так, HTML, JavaScript код калькулятора классового добавил в Notion. Можете посмотреть, спокойно перечитать. Так, вот и все. Есть вопросы, друзья, еще? Так, если вопросов нет, тогда завершаем. Увидимся на следующем занятии.